Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Главный визит понедельника. Михаил Мишустин посетил столицу республики в рамках рабочей поездки. Рост квадратных метров. В микрорайоне Звездный установили еще одну сваю. Наши коллеги расскажут подробности. Круглосуточное наблюдение, четырехразовое питание и необходимые оздоровительные процедуры. Пострадавшие от паводка получают медицинскую помощь. Светлое сияние. В галерее «Арт-Ситим» открылась выставка, посвященная памяти и творчеству Натальи Винокуровой. Поп-культура весело и громко. В Якутске прошел традиционный молодежный фестиваль ЕКТ Гикфест. Наши коллеги окунулись в атмосферу праздника. В текущем году по итогам пожароопасного сезона Якутия покажет лучший с 2017 года результат по минимализации лесных пожаров. Об этом в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий лесных пожаров и паводка заявил глава республики. Отметим, что совещание прошло в Якутске во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Айсен Николаев отметил, что на сегодняшний день на территории республики действует 11 лесных пожаров, что в 15 раз меньше количества возгораний в аналогичный период прошлого года. Помимо этого, глава региона обратил внимание на то, что в республике усилена оперативность тушения. По итогам выступления Айсена Николаева и глав других регионов Михаил Мишустин дал поручение вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда. Подписано соответствующее распоряжение правительства о выделении 1,5 миллиарда рублей. Около трети из них предназначено именно на борьбу с огнем. Часть средств предусмотрена на работы по локализации и ликвидации возгораний, а также меры, необходимые для снижения рисков их возникновения. Около 230 миллионов рублей от суммы пойдет на оснащение межрегионального центра «Север», который создан по поручению президента. Соответственно, будет закуплена специализированная техника и специализированное оборудование. Сотрудники организации оказывают помощь в труднодоступных территориях, ну и, конечно, в том числе с использованием авиации. Отсутствие топлива и возможности дозаправки воздушных судов. Сами понимаете, радиус подлета наших вертолетов – это 250 километров в одну сторону. Пускай это мы говорим про 500 километров, но ведь вертолету нужно обратно вернуться. А где там дозаправиться, да, чтобы… А у нас пожары возникали, которые нужно было обслуживать в том же Хабаровске крае, это за 1000 километров. Вот как раз этот острый вопрос, который необходимо решать, чтобы избежать той ситуации именно с труднодоступностью этих территорий на будущий год. Также премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания обсудил положение дел по паводковой ситуации в стране. В зоне риска в текущем году стали 9 субъектов государства. По его словам, в борьбе со стихией необходимо действовать на опережение. Если раньше тяжелые паводки приходились один раз в 5 лет, то сейчас они проходят ежегодно. Как отмечают специалисты, большое волнение вызывают дождевые паводки, особенно на небольших реках в горных районах. Также в ходе совещания отметили, что строительство водозащитных сооружений и проведение берегоукрепительных работ обходится в разы дешевле, чем возмещение ущерба от паводка. В соответствии с законодательством ведется работа по возведению дамб. Отмечу, что в трехлетнем бюджете страны на строительство дамб заложено 15 миллиардов рублей. На сегодняшний день из 37 достроены 12. Одна из них будет возведена в Якутии в Верхневилюйском районе. Сейчас на объект завозится инертный материал. По плану через 3 года должны быть построены все 23 дамбы. Это около 170 километров. В борьбе с стихией главное, если это возможно, конечно, действовать на опережение. Поэтому на защиту граждан от наводнений правительство выделяет существенные ресурсы. В трехлетнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов ежегодно. Они направляются на строительство и реконструкцию 32 защитных гидротехнических сооружений. Большая часть, 23 объекта, должны появиться в дальневосточных субъектах. И их протяженность достигнет практически 170 километров.
И, конечно, в рамках рабочей поездки премьер-министр России Михаил Мишустин посетил передовой центр республики IT-парк. Встреча с резидентами прошла в новом штабе цифровой трансформации. Премьер ознакомился с работой якутских разработчиков и оценил лучшие цифровые проекты региона. Тему продолжит Саргалана Неустроева. В ходе рабочего визита в IT-парк премьер-министру представили проект, в рамках реализации которого к концу 2025 года к высокоскоростному интернету подключат все арктические районные центры. При этом Мишустин подчеркнул, данные, с которыми сегодня работает республика, намного сложнее, чем те, с которыми приходится работать другим регионам. Здесь, вероятно, имеется в виду большие труднодоступные территории, отсутствие логистики и многое другое. В области IT-технологий республика занимает лидирующие позиции. Об этом сегодня уверенно заявляют как Михаил Мишустин, так и представители федерального Минсвязи. Республика является одним из регионов-лидеров России по цифровой трансформации, по подготовке IT-кадров, по разработке программного обеспечения, компьютерных и мобильных игр. Это действительно признанные факты. Вовлеченность к общей цифровизации республики показали и разработчики, в том числе и области здравоохранения. Тема на сегодняшний день острая – выявление онкологических заболеваний. Здесь якутские IT-специалисты вывели на рынок приложения, не имеющие аналогов ни на Дальнем Востоке, ни по стране в целом. Проект «Онкопоиск Саха РФ» позволяет пройти анкетирование на наличие тех или иных заболеваний буквально за пару минут. Сервис работает 2 года. За 2 года выявляемость онкоскрининга повысилась на 40%. Порядка 30 тысяч людей уже прошли анкетирование. Около 13 тысяч людей были направлены на обследование. И также у 1500 людей были обнаружены другие патологии. Обязательно попрошу Министерство здравоохранения Российской Федерации, в частности Михаила Ильича Мурашко, посмотреть на все наработки, потому что обобщение и стандартизация этих вещей очень важна. Еще одним амбициозным проектом, представленным премьеру правительства, оказалась система кинофикации малых населенных пунктов «Экстра-Синема». Компания представила свою цифровую платформу и отечественный кинопроектор. В этом году в рамках проекта будет запущена работа 10 кинозалов на территории Якутии и 3 на территории Донецкой Народной Республики. Михаилу Владимировичу очень понравился проект. Он поручил нам его побыстрее внедрить, продемонстрировать. Продемонстрировать это Министерству культуры Российской Федерации. И если, то есть создать взаимодействие с существующей системой Прокультура РФ и обязательно включить туда работу Пушкинской карты. В целом Михаил Мишустин высоко оценил работу по цифровой трансформации и поручил Минцифры оказать всю необходимую поддержку республике. А между тем сегодня штаб цифровой трансформации уже получает поддержку регионального фонда развития инноваций, благодаря чему в настоящий момент было профинансировано 48 стартапов. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Более того, Михаилу Мишустину представили проекты круглогодичного обеспечения жителей Якутии свежими овощами и зеленью. Планируется, что в 2023 году в уникальном тепличном комплексе будет выращено более 2,5 тонн овощей. Также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проектах по развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке, которые позволят справиться с проблемой подорожания овощей. Так, например, уже приняты программа поддержки и компенсации 20% субсидий тепличных комплексов. Очень важно, если смотреть на стоимость продуктовой корзины по стране, вот как раз мы примерно Брянск, те регионы от самых дешевых овощей, и поднимаясь, вверх и вправо, в сторону, в том числе Дальнего Востока, видим, как дорожают овощи. Это очень важное направление. Очень важно также, чтобы инвесторы приходили в этот бизнес. И, без сомнения, надо поддерживать развитие такой инфраструктуры. И если мы что-то можем сделать для этого, просил бы вас также проинформировать нас. Будем развивать дальше это направление. Решение, которое сегодня мы доложили председателю правительства, и Михаил Владимирович поддержал нас вместе с Министерством сельского хозяйства. Мы разрабатываем программу приоритизации тех
продуктов агропромышленного комплекса, которые оптимально могут производить сами дальневосточные субъекты для достижения более полной обеспеченности, доступности локальных, качественных, экологичных и более дешевых продуктов. И будем предлагать в правительство уровни поддержки таких приоритетных продуктов. Надеемся, что типы проектов будут расширены. Также глава Якутии Айсен Николаев представил премьеру правительства России Михаилу Мишустину перспективы социально-экономического развития Нерюнгри. В 2025 году Нерюнгри отпразднует 50-летие. Этот город в 70-х годах прошел путь от палаточного поселка до промышленного центра. Благодаря решению президента об ускоренном развитии Дальнего Востока и решению правительства о создании территории опережающего развития Южная Якутия, в Нерюнгри пришли крупные угледобывающие компании, которые дали толчок развитию не только промышленности, но и инфраструктуры города. Предприятия активно участвуют в создании спортивных объектов и реализуют проекты строительства жилья. Тем временем Михаил Мишустин поддержал необходимость выделения дополнительных средств на завершение строительства онкоцентра в Якутии. Глава республики отметил, что на завершение строительства дополнительно потребуется более 2,5 миллиардов рублей. Основная часть финансов потребуется на приобретение оборудования. Как отметил Айсен Николаев, сейчас готовность онкоцентра составляет 77%. Мощность объекта составит 210 посещений в смену со стационаром на 180 коек и хозблоком. Здание будет состоять из 4 блоков – поликлиники, операционной и стационара, который разместится в 2 зданиях. Купить путевки для поездок по России осенью по программе туристического кэшбэка можно будет, начиная с 25 августа. Для туров на Дальний Восток можно будет вернуть до 40 тысяч рублей. Программа коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Напомню, программу кэшбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19. Получить кэшбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченной картой МИР. Размер кэшбэка составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Срок годности вакцины «Спутник Ви» продлен. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению. Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность препарата. Темпы жилищного строительства в Якутии растут год от года. В прошлом году в республике было введено 578 тысяч квадратных метров, что на 8 тысяч больше запланировано. В этом году в планах правительства 551 тысяча квадратных метров. На сегодняшний день выполнено более половины всех запланированных работ. Сегодня с ходом работы в новом строящемся микрорайоне «Звездный» ознакомился заместитель министра строительства России Алексей Ересько. Он также принял участие в торжественной установке первой сваи в 3-м секторе строящегося микрорайона. Подробности в следующем сюжете. Одним из флагманов жилищного строительства в столице является застройка квартала «Звездный». Более 30 многоквартирных домов, а также детские сады, школы, поликлиника, спортивные и социальные учреждения. Все это до конца 2023 года появится там, где еще несколько лет назад был заброшенный пустырь. Вообще очень интересный проект. Мы посетили сегодня строящиеся дома. Я не случайно зашел внутрь, посмотрел не только отделку, качество отделки, но и мне интересна, естественно, коммунальная инфраструктура. То, что все дома оборудованы в УТП, это очень правильное решение в данном климате. Но и вообще я считаю, что строительство идет очень хорошими темпами. Мне очень приятно было сегодня участвовать именно в установке первой сваи нового комплекса. Это очень важно. Я уверен, что если также будет дальше развиваться строительство в республике, то вы двинетесь хорошими темпами. А сегодня была забита первая свая на участке, где будет строительство 3-го сектора микрорайона «Звездный». Качество работ и темпы строительства оценил заместитель министра строительства Российской Федерации Алексей Ересько. Одна из задач, которые решаются при квартальной застройке, это помощь в расселении жильцов из ветхого и аварийного жилья. В стране запущены программы, позволяющие получать помощь и поддержку из федерального центра, и в ближайшее время эти программы будут расширены. Сейчас готовим к запуску новой программы расселения аварийного жилья.
готовим правила новые по ней. Я уверен, что у республики есть все шансы включиться в эту программу и также усиленными темпами, как занималась республика в рамках старой программы, в новой программе продолжить расселение аварийного жилья. К сожалению, его еще много здесь. Мы сегодня тоже осмотрели кварталы, которые застроены практически полностью, к сожалению, уже аварийным жильем. Но надо двигаться дальше. Кроме того, в правительстве региона отмечают, что в последнее время в республике хорошо развивается и индивидуальное жилищное строительство. Все больше горожан выбирают в качестве жилья благоустроенные коттеджи, сосредоточенные в поселках. Правительство со своей стороны помогает в вопросах инфраструктурной поддержки. И сейчас у нас строится несколько поселков, в том числе один из них вот в базовом переулке в городе Якутске по новому стандарту, уже комплексная ИЖС-застройка. Я считаю, за этим, конечно, будущее индивидуального жилищного строительства, поскольку мы знаем, что на территории Российской Федерации в целом коттеджное строительство коттеджными поселками – это устойчивый, уже такой проверенный временем формат. Мы хотим, чтобы граждане нашей республики тоже в таком же комфортном месте проживали. Безусловно, это все планируется сразу делать продуманно. По планам правительства, к 2024 году в республике должно сдаваться не менее 830 тысяч квадратных метров жилья в год. А цель на ближайшее время – это строительство 1 квадратного метра жилья на каждого жителя республики в год. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Отделение Горного района авиалесоохраны ведет работу по наблюдению лесного массива в круглосуточном режиме. Отряд 2 группами по 5-6 парашютистов каждый день по 3 часа проводит мониторинг на самолете Ан-2. В случае замечания термоточки парашютисты-десантники сразу же приступают к тушению очага огня. С прошлого года в арсенал отделения были выделены парашюты «Лесник-3». Благодаря управлению они улучшают точное приземление десантников, что позволяет быстрее реагировать на очаг. В этом году у нас был самый крупный пожар, можно сказать. Это 7Г. Парашютисты наши прыгнули и за 3 дня потушили этот пожар. Считая в Горном районе, например, 5 пожаров всего. Из них самый большой это 7Г. И 4 пожара маленькие. Ну, можно сказать. Так. В Мирюнском наследии Устьялданского района подключат 97 домов к центральному отоплению. Для подключения к отоплению администрация наслега тесно работает как с жилищно-коммунальным хозяйством, так и с частными предприятиями. До конца этого года в восточной части села Барагонцы 25 частных секторов и поселок Мындаба 100% будут отапливаться с котельной. Несомненно, данная работа будет продолжаться и в последующие годы. Все сварщики, которые работают над подачей тепла, работают ответственно. А жители с нетерпением ожидают, чтобы не отапливать дом от печи. В этом году планируем подключить порядка 97 жилых домов от котельных ТМС Плюс и ГУП ЖКХ. Вот в восточной части села Барагонцы планируем подключить 25 жилых домов. Там идут не только вот теплоснабжение, но и с круглогодичным подачей ХВС. Работа по прокладке теплотрассы завершается на этой неделе. И вот останется работа по прокладке ХВС. И на этом уже вот к отопительному сезону должны все работы завершить. В Верхневилюйском районе перед новым учебным годом проходит приемка и проверка образовательных учреждений работниками пожарной и надзорной служб. Проверяют каждый кабинет, актовые и спортивные залы, медпункт, кухню, столовую на чистоту и целостность. Смотрят, доделаны ли ремонтные работы и как проходят последние приготовления перед приходом первоклассников. Также проходят проверку противопожарной спасательной службы, эвакуационные выходы, электричество и санитарные условия. Ежегодно перед началом нового учебного года отделением надзорной деятельности и профилактических работ по Верхневилюйскому району проводится приемка всех образовательных учреждений, профилактический визит, инструктажи и консультации по пожарной безопасности. Также совместно с отрядом государственной противопожарной службы будут проводиться учебные тренировки, занятия по эвакуации из объектов учреждений. Пострадавшие от паводка получают медицинскую помощь в Якутске. По инициативе Минтруда с июня месяца пожилые люди проходят реабилитацию в Республиканском социально-оздоровительном центре. Какую работу с ними ведут специалисты, узнавала Лидия Гасанбалаева.
Сейчас мы находимся в кабинете эрготерапии, где пациенты из Верхоянска получают необходимые процедуры, которые восстанавливают память, зрение и моторику. Помимо всего этого им оказывают такие виды лечения, как ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика и многое другое. В настоящее время в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов проходит лечение 6 человек из Верхоянска. В центре условия санаторные, за пострадавшими круглосуточное наблюдение, 4-разовое питание и необходимые оздоровительные процедуры. К нам поступает направлением через Управление социальной защиты при Министерстве труда и социального развития. В конце каждый пациент получает выписки и рекомендации. В нашем центре получают медицинскую и социальную реабилитацию. Это массаж, ЛФК, физиотерапия и работает психолог. Прежде чем пройти реабилитацию, пациенты проходят тщательный осмотр, сдают анализы и только потом врачи назначают им лечение. Каждый кабинет оснащен специальным оборудованием, где пациенты занимаются с большим желанием. Анна Иванова живет в городе Верхоянске. Во время паводков ее двор затопило. В родном городе проходят восстановительные работы, и совсем скоро она после реабилитации вернется домой. Я поступила 1 августа, прошла массаж, дыхательная гимнастика. Улучшение есть, конечно, все хорошо. Никита Прудецкий из села Томтор поступил в центр в начале августа. В 2018 году он перенес инсульт. И это его первая реабилитация после тяжелой болезни. Я получил значительное улучшение, стал ходить быстрее. Я хожу на массаж, физкультура, это ЛФК и физиотерапия. За 2 месяца реабилитацию прошли 23 жителя Верхоянского района. Специалисты уверяют, что лечение пожилых людей по этой линии будет продолжено до конца текущего года. Так, до конца декабря центр планирует принять по 10 человек в месяц. Лидия Гасанбалаева, Семен Семенов, Якутск. В галерее Art City открылась выставка «Сырдык Сыджай», посвященная памяти и творчеству талантливой художницы Натальи Винокуровой. На выставке представлено более 70 работ. Это не только картины, написанные акварелью, но и нарисованная графика. Наталья Винокуровой не стало в прошлом году. Она долго боролась с тяжелым недугом. Во время болезни писала картины и даже успела представить первый якутский Вимельбух. Это книга, в которой не текста, а только картинки в крупном формате. Вимельбух Натальи Винокуровой описывает традиционный праздник народа Саха Исэх. Выставка будет работать до конца августа в галерее Art City по адресу Белинского, 44. Мне кажется, вот эта выставка для молодежи, для студентов училища художественного арктического института, вот, для наших студентов будет очень полезным, да, ну и вообще для населения ознакомиться вот с новым автором, да, автор, который вот был от природы очень талантливым. В ее работах вообще очень видно, как она любила вот свою родину, свою культуру. Накануне в Якутске прошел традиционный молодежный фестиваль «Екатыгик-фест». На стадионе Туймада собрались поклонники видеоигр, фантастики, аниме, комиксов и косплея. В атмосферу праздников окунулась Светлана Амосова. Покажи, как динозавр делаешь. Мираде Захаровой 2,5 года, и она уже с малых лет участвует с косплеем в Гикфесте. У нас косплей Бэйби Йода из сериала «Мандалорец», и это ее любимый герой. Нам 2,5 года, и она вот с года все время говорит «Бэйби Йода», поэтому решили сшить ей такой костюмчик. Никогда не участвовали, только в этом году решили. Но, видимо, Гикфеста вот давно не было, а все это творчество 2 года копилось, наверное, внутри нас, и поэтому в этом году решили поучаствовать впервые. Главным украшением фестиваля и одновременно самым трудоемким является конкурс перевоплощения в персонажей. К нему участники готовятся за несколько месяцев, а то и лет. Андрей Конников 2 года назад собрал костюм героя из вселенной Dark Souls. Говорит, что рука у него набита, поэтому трудностей не встречал. Всего на образ потратил около 35 тысяч рублей.
Первый раз я делал костюм самурая, но это такой там обычный проходняк был. Потом я сделал костюм Эрнштейна из этой же вселенной, это его друг как бы. И победил, первое место занял. Сейчас я тоже, конечно, хочу первое место занять. Конкуренты, наверное, сильные будут, посмотрим. Только на ЕКТ Гик-фест можно увидеть в одном месте сотни костюмированных персонажей. Притом в косплее приходят не только молодые, но и совсем маленькие дети и люди преклонного возраста. Это косплей на Солера из Асторы, из игры Dark Souls 1. Его я делал еще 3 года назад. Я с ним участвовал на прошлом Гикфесте. У меня образ Кли, делали его сами. Это персонажи Рэм и Рам из аниме Re:Zero. Это две девушки-близняшки. Они демоны. Мы сестры, родные, поэтому мы так похожи, очень поэтому решили похожи, да. косплеить близняшек. Многие думают, что мы близнецы, но я намного младше. Старший сын в образе Учиха Мадара. Он фанат вселенной Наруто. А вот этот младший нас Костя, он фанат истории игрушек. Из чего сделано? В основном из картона. И самый атрибут — это моя швабра. Моя швабра, коса с цепью. По словам членов жюри, в конкурсном косплее больше всего ценится самостоятельность работы. Конкурсный косплей считается, типа крафт. Крафт, я имею в виду, что создание вот таких вот сложных вещей, создание подсветки, крутилки, еще какой-то такой штуки, это все конкурсный косплей. И мы оцениваем, как персонаж себя отыгрывает, как было вообще исполнение, полностью вообще детализация, вообще полностью весь образ, насколько он похож. На конкурс подано около 850 заявок. Общий призовой фонд фестиваля составляет 300 тысяч рублей. Танцы, песни, общение с единомышленниками. ЕКТ Гикфест действительно ждали многие. Фестиваль собрал тысячи любителей популярных культур. На самом деле у нас сейчас рекорд. Народ очень ждал. Да, Гикфест вернулся, правильно. Я вижу, как люди этого события очень сильно ждали. В этом году площадкой для Гикфеста стал большой стадион Туймада. Здесь организованы десятки различных точек, начиная с фудкорта, танцев, развлечений и интересных игр. Например, можно сыграть в большую игру «Башня». Также в рамках мероприятия приехала анимационная студия «Феникс». Они проводят автограф-сессию, общаются с подписчиками и презентуют проекты. ЕКТ Гикфест проходит с 2014 года. На сегодняшний день он является уникальным и единственным на всем Дальнем Востоке. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Далее в 21:00 по телеканалу «Якутия-24» смотрите совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина. До встречи в эфире.